Самое главное посмотреть, чтобы здесь было недостаточно. Надо все это сделать, все полностью. В Сонженском районе реконструируют и возводят несколько социальных объектов. Туда с инспекцией приехал глава Ингушетии. Осенняя призывная кампания завершилась. Сегодня отправили крайнюю группу призывников. Телефон дать я это Они действительно спешат на помощь. Новый транспорт для сельских амбулаторий. Программа модернизации первичного звена здравоохранения. Нами проведена огромная кропотливая работа. И данная свалка прошла у нас, и, соответственно, эти денежные средства были выделены для того, чтобы данные работы нами проведены в полном объеме. Ингушетия получит более миллиарда рублей на ликвидацию самой крупной свалки. Нейросети помогают находить ошибки в работе приложений. В будущем разработка приложений будет занимать совсем мало времени. Всероссийский урок цифры. Погружаем в мир информационных технологий. Здравствуйте, это новости 24. В Сонженском районе реконструируют и возводят несколько социальных объектов. В частности, строится новый корпус для спортивно-тренировочной базы «Мужичи» и обновляется Дом культуры в селении Нестеровское. Обе локации сегодня посетил глава Ингушетии. О ходе инспекции расскажет Ирина Цычуева. Махмуд Али Калиматов положительно оценил масштабную работу по приведению спортобъектов в надлежащее состояние. Он также настоятельно рекомендовал провести тщательную работу по подготовке учреждения к приему гостей и уделить внимание уровню сервиса. Формирование штата путем дифференциации персонала с соблюдением нормативной базы, зданием должного регламента с их стороны и соблюдением трудового законодательства со стороны работодателя. Комплекс спортивной подготовки «Мужичи» построен в предгорной местности около 50 лет назад и располагает различными сооружениями, предназначенными для осуществления тренировочного процесса, подготовки атлетов к предстоящим соревнованиям, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных мероприятий по различным видам спорта. К моменту начала реконструкции состояние и технические характеристики здания не давали возможности организации на его базе сборов и других событий, а также не позволяло оправдать содержание самого объекта со штатом в 51 человек и значительными затратами на коммунальные услуги и налоговые отчисления, инициированные и реализованные в текущем году. Восстановление и расширение центра призваны и способны решить указанные проблемы. Также во время осмотра сообщал, что все коммуникации проведены, установлен новый трансформатор. Самое главное посмотреть, чтобы здесь было недостаточно. Надо все это сделать, все полностью. По графику у тебя же, ты заранее знаешь, на год распишут там спортсменов сборы. Да. Там у тебя понятно. Мы сделали для сборов это. Но в первую очередь мы сделали это для жителей республики, для наших жителей сделали. Они тоже должны отдыхать здесь, увлекаться спортом. Второй объект, осмотренный главой республики в ходе рабочей поездки, построенный в 1979 году Дом культуры в сельском поселении Нестеровское. Зрительный зал учреждения на 418 мест является одним из самых больших залов домов культуры республики. Напомним, в ходе предыдущего визита на площадку руководитель субъекта обозначил необходимость пересмотра проекта с учетом решения первоочередных задач. Сейчас подрядной организации завершены фасадные работы, облагораживание территории вокруг здания. Также произведен косметический ремонт зрительного зала, некоторых подсобных помещений, строения, восстановлена вентиляция. Реконструкция проводится в рамках государственной программы Российской Федерации развития культуры и туризма на 2013-2020 годы по линии национального проекта «Культура». Швейное предприятие в Али-Юрте готовится к перезапуску при участии иностранных инвесторов. Производство относится к 11 простаивающим предприятиям, построенным в разное время за счет государственных средств, которые руководство региона планирует реанимировать. Глава республики провел рабочую встречу с руководителями турецкой и российской компании резидентов холдинга, приобретшего фабрику на открытом аукционе. Предприниматели рассказали об уже проводимой основательной ревизии состояния объекта и техоборудования. По словам представителя компании Ислама Митеева, до
до запуска производству предстоит закончить анализ его состояния. На швейной фабрике планируется производство формы для защиты от химических воздействий для военнослужащих, медицинской, а также повседневной и рабочей одежды. Срок реализации проекта по запуску швейной фабрики будет определен после приезда специалистов и окончания осмотра и оценки состояния фабрики. Глава Ингушетии поставил задачу правительству оказать полную поддержку предпринимателям со стороны властей. Руководитель субъекта отметил, что речь идет о достижении важных социально-экономических результатов, о трудоустройстве жителей, увеличении налоговых поступлений в бюджет и, как следствие, о повышении качества жизни людей. Таким образом, швейная фабрика станет вторым предприятием из числа простаивающих, восстановление которого анонсировано руководством республики в рамках работы, созданной год назад правительственной группы по реанимации подобных проектов. Я очень заинтересован, чтобы вернуть веру наших жителей, что мы действительно хотим и будем производить продукцию, мы будем создавать рабочие места, мы будем выращивать здесь специалистов, у нас будут налоги, у нас будет поступление в бюджет, и люди, которые у нас, безработица, у нас она очень большая безработица, и мы будем очень рады, помогать наоборот будем, чтобы вы вошли, потому что вы же, во-первых, несете технологии новые, вы качественную продукцию несете. Вот мне надо, чтобы эта реальность была, реальность, которую я буду всеми силами помогать, и все правительство будет помогать, весь экономический блок. Просьбы о трудоустройстве, содействии в развитии собственного бизнеса, улучшения жилищных условий и другие обращения сегодня были рассмотрены в рамках декады приема граждан. Подобный формат общения с изъявителями приурочен к 19-летию образования партии «Единая Россия». В общественной приемной Медведева побывала наш корреспондент Амина Бокова. На прием граждан к сенатору Билану Хамчиеву Лида Евлоева обратилась с просьбой помочь устроить на работу ее сына. Юноша окончил с отличием Академию МЧС в Москве и уже на протяжении нескольких лет не может вернуться в республику, так как нет подходящей работы. Женщина попросила сенатора посодействовать его трудоустройстве в региональное министерство чрезвычайных ситуаций, в котором и сама проработала более 16 лет. Билан Хамчиев обещал рассмотреть этот вопрос и помочь молодому специалисту. Ажол начальник МЧС да хите сукхада цуфух эштенан ветеран нозметиге ваша доли ногосу да цел хаяли сукхада мегни измаденге заявление халахухан и официально запрос кетчи изиде ди ишел хатслеж да цветиш нагасенсен да причин серьезные шамдети ногосу де мегни. Общение сенатора с жителями проходит в рамках декады приемов граждан, приуроченных к 19-летию основания партии «Единая Россия». Из-за пандемии коронавируса встреча проходит в основном в онлайн-формате, через видео или аудиозвонок. Людей, которые все-таки решили прийти лично, тоже принимают, но с соблюдением всех мер безопасности. К сенатору обратилась и разработчица уникального противоожогового бальзама Лида Гайсанова. Ее продукт уже получил 10 международных сертификатов о рекордах в лечении ожогов разных видов. Женщина попросила депутата оказать помощь в расширении производства ее бальзама. Билан Хамчиев взял вопрос на рассмотрение. Всего за время приема граждан к сенатору поступило 16 звонков и 4 личных обращения. Ежемесячно мы проводим прием граждан. У нас постоянно региональная неделя у сенаторов, у депутатов. Сегодня разница в чем? В том, что мы и дистанционно принимаем, стараемся меньше там личные контакты. Но есть ряд жителей, которые хотели сами попасть на прием. Я сказал, пусть придут, но мы не только дистанционно и так принимаем в этот раз. В основном вопросы, как всегда, у нас жилищные, материальные. Насколько возможно, мы оказываем содействие. У нас на приеме присутствует министерство, ведомство, которым адресованы вопросы. Без внимания не оставляем ни одного вопроса. Прием граждан провел депутат Государственной Думы Юша Газгиреев. Одна из обратившихся Лейла Тимирбиева. Женщина просит помочь с улучшением жилищных условий ее сестры Айны, которая в одиночку растит 2 детей. Она одна проживает с 2 детьми, снимает жилье. Она подавала документы как молодая семья, на улучшение жилищных условий. Юша
Гоша Газгиреев рассмотрел обращение и на месте дал поручение своим помощникам. Мы сейчас создадим комиссию с участием моих помощников, администрации местной, представителей Народного собрания, изучим ее проблему. Если силами местных органов власти это получится, решим. Если нет, может быть, подключимся и мы свою помощь какую-то им окажем. Улучшение жилищных условий, социальные выплаты и трудоустройство – самые распространенные проблемы, с которыми обращаются жители республики. Депутат Государственной Думы отметил, что прием прошел довольно плодотворно. Мы сегодня рассматриваем вопросы ЖКХ. Таких вопросов много, пока мы только несколько человек приняли. Но решенных вопросов пока нет. Многие из них вопросы повторяются на протяжении нескольких лет. Они у нас на контроле, но люди хотят услышать конкретные ответы от нас. Мы будем сейчас формировать эти ответы, готовить решения. Напомню, декада приема граждан проходит по всей стране с 1 по 10 декабря. Прием в дистанционном режиме осуществляют представители региональной общественной приемной «Единой России», местные общественные приемные, партии при участии депутатов Госдумы, Народного собрания, муниципальных собраний, представителей республиканских министерств и ведомств. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня в республиканском военкомате прошла заключительная отправка ингушских ребят в вооруженные силы страны. Призывная кампания прошла слаженно и с соблюдением всех норм безопасности. Об этом подробно Идрис Ижиев. Вердикт годен. Беслан Картоев попасть в ряды вооруженных сил России хотел давно, ведь для его семьи армия – это традиция. Дед, отец, дяди – все с честью служили родине. Теперь его черед. Направили, как и планировал, в воздушно-десантные войска. Именно туда получилось попасть. Это воздушно-десантные войска, то есть по инициативе наших героев Ингушетии. По этой причине попасть именно в ВДВ. У меня есть уже высшее образование, то есть я уже через месяц, то есть уже начну над этим работать, то есть я постараюсь показать себя в лучшую сторону, то есть я спортсмен одновременно, то есть через месяц, через 100% я надеюсь, что я уже подпишу контракт. Апти Албагачиева сегодня провожает мама и сестра. Расставание с родственниками и домом, пожалуй, самый трепетный момент. Однако Апти полон решимости, хочет связать свою жизнь с военной службой. Я попал в воздушно-десантные войска. Сам хотел пойти, я добровольно пошел. Я хочу остаться по контракту, служить, связать свою жизнь с военной службой. Желающих посвятить свою жизнь армии в нашей республике много. Хасан Измайлов когда-то сам был курсантом, а уже сегодня он офицер-адъюнт. Он специально приехал из Твери, чтобы призвать молодежь для поступления в воздушно-космическую военную академию. Она одна из самых престижных у нас академий, считается в воздушно-космических силах. Так как еще есть у нас одна академия, она в Можайске, и в Ярославле еще институт. Готовит она первоклассных специалистов, как сказал, по 13 специальностям. В этом году, на следующий год объявлен набор, 300 человек, из них 250 человек – это молодые люди. Быть офицером – это престижно, это честь, достоинство. Совет слушаться родителей, конечно. Родители плохого не посоветуют. Если они хотят, чтобы поступить, надо поступить. Нас не очень так много, из всей республики порядка 300 офицеров. Звание от лейтенанта до генерала. Это заключительная отправка новобранцев в рамках осеннего призыва. Благодаря слаженной работе призывная кампания прошла максимально безопасно. Маски, обработка рук и специальные экспресс-тесты позволили снизить риск заражения до минимума. Весь снаряд, который нам дал Южный военный округ, мы его выполнили. Ни одного призывника в армию не был отправлен с подозрением или по болезни, или даже по коронавирусу. Потому что тут жестко мы отбирали каждого. Это они проходили 2 раза тестирование и в районных военкоматах, и здесь уже экспресс-тесты проходили. Поэтому мы могу сегодня сказать с уверенностью, что с Республики Ингушетия ни один призывник не ушел в вооруженные силы заболевшим. Большая часть призывников отправится в Ставропольский край. Наши ребята будут служить в железнодорожных, космических и военно-воздушных частях. Вообще род войска, он считается элитным. По разговору с представителями данных частей, которые прибыли, все условия для службы, занятия спортом, питания, и так далее, бытовые условия, они сказали, великолепные.
С каждым я поговорил. Значит, представители, значит, по 2-3 человека прибыли с каждой части. Вот. Буквально сегодня, значит, они убывают. Вечером они убывают на одном из в нашем поезде. Осенний призыв стартовал 1 октября. За это время на службу в армию отправились около 200 человек. Всего в рамках 2020 года вооруженные силы России от Ингушетии направлено порядка 400 человек. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Сейчас о программе модернизации первичного звена здравоохранения. Сельские амбулатории обеспечивают транспортом. Теперь не придется много думать о том, на чем и в какие сроки доехать до пациента. Правительство страны на эти цели выделило более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Хава Газикова расскажет об этом подробно на примере нового Реданта. Телефон дать я Вот так оценила Мади Гулиева скорость прибытия участкового врача. Диагноз коронавирусной инфекции ей поставили несколько дней назад. С тех пор с плановыми выездами уже на своем транспорте ее навещают медики. Женщина идет на поправку. А ведь еще месяц назад врачи амбулатории мечтать не могли о своем транспорте. Как признается Марем Галаева, раньше им даже приходилось вызывать такси, чтобы быстрее успеть к пациенту и не допустить летального исхода. Каждый день они выезжают на несколько десятков звонков. Нагрузка на медиков серьезная. Сейчас в новом Реданте 13 человек под наблюдением с подозрением на ковид. Не имея транспорта, конечно, было гораздо тяжелее работать в том плане, что мы не могли тотчас обслужить вызов. Не у всех пациентов есть машина, там родственник, который может приехать. Поэтому было сложно, мы находили какие-то пути решения. Сейчас, вот как нам выделили транспорт, конечно, стало гораздо легче работать. И в плане того, что отвезти мазки, и в плане того, что съездить на вызов в тот час, как он поступил. В общем, конечно, гораздо легче стало работать благодаря транспорту. Появился свой транспорт у амбулатории благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели правительством направлено более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Деньги для них планировалось выделить в следующем году, однако из-за ситуации с ковидом закупку ускорили. 2000 автомобилей приобрели для поликлиник, врачебных амбулаторий, ФАПов и районных больниц сельских поселений по всей стране. Эта помощь была как раз кстати. Очень много случаев простудных заболеваний, сейчас сезон, и люди, конечно, чувство страха, тревоги, все боятся, что у них ковид. Но выявленных положительных больных у нас сейчас на данный момент не так много, как было вот в апреле, мае, вот сейчас поменьше. Но, тем не менее, случаи подтвержденные есть, случаи вирусной пневмонии, таких случаев много. Всех лечим, кого амбулаторно, кто есть тяжелые случаи, направляем в стационар. По словам министра здравоохранения страны, в России на сегодняшний день не хватает больше 2500 машин скорой помощи. Владимир Путин поручил ускорить поставку автомобилей скорой помощи с начала 2021 года. Хава Газикова, Магомед Дидигов, Новости 24. Жители Магаса слабо производят оплату за потребление электроэнергии. Сегодня тема платежеспособности стала одной из главных на пресс-конференции отделения «Энергосбыт» филиала Россети, Северный Кавказ и Ингушэнерго. Нужно работать над платежной дисциплиной. В целом по Ингушетии можно констатировать, долгов стало меньше, почти в 2 раза. Хава Газикова расскажет. Задолженность станет одним из главных вопросов, которые обсудят на пресс-конференции. С начала года в Ингушетии наблюдается положительная динамика. Если в апреле этого года за свет платили всего 37% населения, то сегодня цифры выросли до 50%. Причина таких показателей проста, объясняет директор отделения «Энергосбыт». Россети развивает очные и дистанционные формы обслуживания. Стремится сделать энергетическую инфраструктуру максимально доступной для клиента. У потребителей есть возможность оплаты электроэнергии дистанционно через личный кабинет. Но и о тех, кто не изменяет старым способам оплаты, тоже позаботились. Центры обслуживания клиентов есть во всех городах Ингушетии. Также специалисты проводят различные мероприятия. Мы используем претензионно-исковую работу. То есть это направление претензий потребителям о том, что у них сформировалась определенная задолженность. После этого, если в течение 30 дней потребители не принимают никаких
действий по ликвидации своей сложившейся должности. Соответственно, весь материал, первичный материал направляется в правовой блок, и здесь подаются исковые заявления в отношении того или иного потребителя. Первые в списке добросовестных плательщиков жителей Джейрахского района. А вот хуже всего с погашением задолженности в столице республики. Всего 21% населения Магаса платит за электроэнергию. Затем идет Назрановский район. Самым проблемным предприятием, по словам Булгучева, оказался Ингуш-регион-водоканал. Также директор отделения «Энергосбыт» поделился задачами, которые они активно решают. Есть те потребители, по которым есть неполные и паспортные данные. То есть здесь зачастую люди и отказываются подавать свои данные. С ними ведем работу. Вот даже перед тем, как сюда приехать, мы несколько групп направили адресно уже для уточнения адресных, паспортных данных и сведений о потребителе. Несмотря на положительную динамику, в Ингушетии все еще самый низкий процент платежеспособности по СКФО. Специалисты надеются, что в скором будущем показатели улучшатся благодаря активной работе, которую они ведут. Хавагайза Каумайер, Бек Мержоев, Новости 24. Замена оголенных проводов, установка современных счетчиков, мониторинг старых трансформаторов – это лишь часть мер по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии в дома жителей республики. Сейчас в селении Сурхахи трудится бригада из 10 человек. Там многие жаловались на перепады со светом. Подробности у нашего корреспондента. Включить одновременно телевизор, радиопередатчики и другие электроприборы для Магомеда Гириаушева проблема. Ветхая линия не дотягивает до 220 вольт, что приводит к частым перепадам напряжения и даже коротким замыканиям. Для того, чтобы решить эту проблему и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в дома жителей, трудится около 10 энергетиков филиала Россети Северный Кавказ «Ингушэнерго». Это уже второй этап реализации плана снижения потерь. По проекту предусматривается замена аварийных опор, оголенного провода и установка интеллектуальных приборов учета в сельских поселениях Плиева, Сурхахи, Экажева и Сагапши. Где-то 16 600 метров провод Батхатоби, СИП. В данное время 10 километров с запасом, да, тех объем, 6,5 километров, бысап, Батхатоби, Хусбежи. А так, когда вместе, да, ешь вместе дополнительно, бары утешь, то 100 бар, Батхатоби, из масла СИП, Батхатоби. Всего в рамках второго этапа проекта по снижению технических потерь в сетях региональной энергокомпании и повышению надежности электроснабжения жителей специалисты заменят 175 километров оголенного провода на более надежный и безопасный. Также установят почти 10 тысяч умных счетчиков в Сурхахи. Работы завершат в конце декабря, а после Нового года перейдут на реконструкцию сетей в Плиеве, Экажеве и Сагапшах. Первый этап проекта стартовал еще в 2018 году, где охватил все административные округа Назрани, часть Плиева, Барсуки. Даже в ходе реализации этой программы это уже у нас дало свои плоды, уже намного лучше, уже меньше жалоб, меньше отключений линий. Даже сами потребители уже, если кто живет в центральной части Назрани, уже они чувствуют. Да, были у нас в течение года отключения в связи с реализацией этой программы, потому что без отключения линии провод нельзя заменить. Поэтому было очень много жалоб, но мы уже закончили, и сейчас, как люди жалуются, как капелька дождя упадет, отключается линия, это уже нету. Центральная часть Назрани, даже вот последние, так можно сказать, стихии, сильный ветер, когда у нас был центральная часть Назрани, где была проведена вот эта реконструкция сетей, у нас не отключалась. Модернизация электросетей даст жителям качественную электроэнергию, но полностью проблему не решит. На этой любительской съемке видно, что в свет в дома селения Сурхахи подается с перебоями, а на втором видео показан бойлер, который выдает ошибку подключения, и стабилизатор указывает отметку подаваемой мощности в 137 вольт, что в 2 раза меньше стандарта. Причина – ветхий трансформатор. Трансформатор в 1988 году, уже 40 лет почти подряд. Я трансформатор Аркера, Шинкера, Цабяги, Таболет, а я как электрики был, и Халхамет был, чуть мелко, здесь ясик бит предохранитель, и ясик здесь класс был, танку, она бегает, а бег был бать.
Ингушэнерго заверяет, что трансформаторы стоят на балансе у администрации сельского поселения, и они не несут за него ответственность. В администрации села как раз сейчас готовятся бумаги для передачи трансформатора через суд на опеку в межрегиональные распределительные сетевые компании. Решение суда На вопрос, почему проблему с трансформатором не решают на протяжении 6 лет, глава администрации отвечает – нет средств. Предварительно через 10 дней в суд перенаправят трансформаторы на баланс Россети, а там уже обеспечат своевременное обслуживание. Уже обслуживать увеличить мощность, увеличивать направление. Остается только ждать решения суда. А после замены электросетей жители и вовсе забудут о проблеме с энергоснабжением. По оценке специалистов, инициатива Россети позволит стабилизировать потери энергоресурса. Далее Асканова, Адам Гулуев, Адам Далаков. Новости 24. В Ингушетии завершились работы по внедрению платформы обратной связи. Теперь жители региона смогут направлять сообщения или вопросы по различным сферам деятельности напрямую в органы власти через портал госуслуг. А с помощью приложения можно будет сообщить об имеющихся проблемах в режиме реального времени. Дана Плиева расскажет. Направить обращение в любой орган исполнительной власти или местного самоуправления теперь можно напрямую, а поможет в этом платформа обратной связи. Она внедрена в этом году по всей стране указом президента Владимира Путина в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Запустить ее до 1 декабря в республике было дано и главой региона Махмудом Али Калиматовым. Для этого Минпромсвязь республики заключила соглашение с Министерством цифрового развития страны. После заключения соглашения нам была проведена работа по внедрению размещения виджетов обратной связи на каждом сайте органа исполнительной муниципальной власти Республики Ингушетия. Было проведено обучение всех ответственных специалистов, которые будут работать в данной системе. Каждому специалисту мы создавали учетные записи, показывали, как это все работает. Суть платформы проста. Через виджеты на сайтах органов исполнительной власти и местного самоуправления граждане могут направить жалобы в государственные и муниципальные органы по самому широкому спектру вопросов. Для этого нужно лишь зайти на сайт министерства и в самом внизу найти виджет под названием «Увидели проблему? Отпишитесь». Обязательное правило – быть зарегистрированным на портале госуслуг, так как программа запрашивает логин и пароль от личного кабинета. И он здесь выбирает, что именно его касается вопроса. Нажимает адрес, выбирает тему, здесь пишет суть проблемы. Обращения могут быть самого разного характера. Это, к примеру, плохая связь, отсутствие газа и электроснабжения, благоустройство дорог территорий. Кроме того, описание проблемы можно дополнить фото и видеоматериалами. Если у вас письменное обращение или есть фотографии того или иного обращения, вы загружаете сюда, нажимаете, у нас показывает ваше меню вашего компьютера, рабочий стол, скачиваете, туда оставляете, и вот дополнительная информация. Ну а для тех, у кого нет связи через компьютер, разработано и запущено мобильное приложение «Госуслуги ПОС». С помощью него можно сообщить о проблемах в режиме реального времени. Скачать приложение можно через две мобильные платформы App Store и Play Market. Туда зайти, ввести вот «Госуслуги ПОС» на русском языке. Вот он автоматически втором появляется. Вот, скачать. При скачивании он скачивается. Первым, что запрашивает, он запрашивает логин, пароль от госуслуг. Потому что эта платформа работает конкретно с порталом госуслуг. Ведомство рассматривает все поступившие обращения и предоставляет ответы о решении проблем, причем в кратчайшие сроки. У нас глава делает акцент на максимальное сокращение сроков обращения граждан. Раньше по 59-му закону у нас от 30 дней. Но вот именно вот эта система позволяет у нас сократить от 30 до 10, даже до 9, до 7 дней. Обращение также поступает в недавно открытый в Ингушетии Центр управления региона. Контролирующий орган следит, чтобы все запросы и чаяния жителей решались в нужные сроки. Они следом отправляются в Москву. А обратная связь позволит органам власти отслеживать основные вопросы населения и повышать эффективность своей работы. Также жители региона могут участвовать в вопросах, голосованиях и общественных обсуждениях по самым разным вопросам в республике. Дана Плиева, Асхабила Киев, Новости 24.
Ингушетия получит более миллиарда рублей на ликвидацию самой крупной свалки. Средства поступят в регион до конца года в рамках национального проекта «Экология». Отходы занимают обширную площадь, более 20 гектаров. Рекультивированную землю потом используют с пользой. Подробности в сюжете. Эта мусорная свалка на окраине города близка к экологической катастрофе. Окрестная территория площадью в 20 гектаров покрыта полиэтиленовыми пакетами, пластмассой и другими бытовыми и биологическими отходами. И это несмотря на то, что в 300 метрах отсюда располагаются частные домовладения. Магомед Башир Мусаев проживает здесь по улице Ленина с самого рождения. Дом строил еще его отец, изначально выбрав участок на высоком холме, даже не подозревая, что спустя десятилетия потомки будут вынуждены терпеть эту антисанитарию. Хозмачет метров 200-300, он их нухуш акус, жереги хаджи избалы, хочу. Валваш адаскай бусл адла дац из Ивена адла дац из цака адат таига дуаш дац из модухам. Ханзер дайвах крыш агул кулурт хуна бадардич. Мусорная свалка здесь будет ликвидирована методом рекультивации. Многими российскими учеными он признан экологически безопасным, поясняет Адам Баркинхоев. Так планируется локализовать эти горы отходов на отведенном рядом участке. Здесь же будет создана и так называемая чаша с гидроизоляцией, в которую и будет выливаться мусор. Все отходы, которые будут с 28 гектаров у нас площадь самой свалки, все отходы, которые будут собираться, будут сгребаться на этот участок. На этом участке они будут послойно уплотняться. Это означает, что слой отходов выкладывается, дальше выкладывается слой грунта. Отходы грунт. Для чего это делается? Для избежания пожаров, для избежания образования свалочного газа. Новый метод позволит очистить и саму почву. Сюда завезут новый грунт, и территория станет экологически чистой, так что местные жители смогут выгуливать скот. Изначально планировалось транспортировать отходы на Сунжинский полигон. Как оказалось, и он переполнен. Да и сама идея перевозки мусора хоть и менее затратная, но небезопасна. Вывоз отходов в нем есть минусы. Это, во-первых, у нас единственный полигон, который есть в республике, который уже фактически переполнен. Он находится в СП Нестеровской, это более 60 километров отсюда. Мы понимаем, что огромное количество КАМАЗов, которые отсюда будут выезжать, или крупной техники, оно приведет к тому, что будут разрушаться дороги, которые и так с трудом укладывались. Затем это все нужно будет восстанавливать. Это дополнительные средства из бюджета. Второе – это выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ. Постоянно вереница КАМАЗов, она будет выбрасывать. Это довольно-таки большое количество автотранспорта. Третье – это опасность на дорогах. То есть мы даже бывали случаи, когда при вывозе отходов зачастую случались аварии. Участившиеся случаи возгорания мусорной свалки и, как следствие, выброс вредных веществ в атмосферу стали причиной многочисленных обращений горожан в Министерство экологии еще в 2017 году. Тогда и было принято решение закрыть и ликвидировать свалку. С тех пор горы отходов перестали множиться. Под вывоз мусора местный муниципалитет выделил территорию в 10 гектаров уже в другой части Малгобека. Необходимость была к ликвидации данной свалки, так как навал грунта и выпас скота, у них загрязнение окружающей среды препятствовало всему этому. И люди обратились, мы с 2017 года проводили земельный муниципальный контроль, осуществляли здесь, и чтобы не вываливали мусор. Жители уведомлены, что мусор надо вываливать и выбрасывать туда, на полигон вывозить, а не сюда. Ликвидация, а именно рекультивация мусорной свалки будет осуществляться благодаря реализации федеральной программы «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология» в 2021-2022 годах. Средства выделены федеральным центром в объеме 1 миллиарда 312 миллионов. Пройдет ликвидация всей свалки. Из них 1 миллиард 257 миллионов – это деньги из федерального бюджета, оставшиеся 60 миллионов – это с республиканского бюджета. Ввиду того, что данная свалка занимает огромную площадь, почти 2 года была проведена огромная документальная работа в рамках ПСД, также были проведены экспертизы. Были замечания, конечно, эти замечания нами устранялись. И ввиду того, что нами проведена огромная кропотливая работа, данная свалка прошла у нас, и, соответственно, эти денежные средства были выделены ввиду того, что данные работы нами проведены в полном объеме. «Чистая страна» – федеральная программа, основная цель которой – уменьшение экологического ущерба, снижение риска негативного воздействия на окружающую среду и, конечно же, осуществление безопасной и комфортной жизни населения. Адам Мережков, Магомед Белокиев, Новости 24.
В аэропорту Магаз художница Юлия Шевченко закончила свою новую работу по оформлению стены терминала. Теперь гости и жители республики смогут познакомиться с культурой и архитектурой Горной Ингушетии, просто взглянув на роспись площадью 35 квадратных метров. Перед началом работы Юлия посетила Джейракский район, сама познакомилась, изучила красоты природно-архитектурного заповедника. На создание рисунка ей понадобилось 2 недели. Картина разделена на 3 события: национальная лезгинка на фоне башни, турист, запечатлевший башенный комплекс на телефон, и 2 жокея, осматривающие труднодоступные места Ингушских гор. Работа проведена Комитетом по туризму в рамках госпрограммы. Очень такие были сопереживающие чувства у меня, когда я уже заканчивала работу, отходила назад, смотрела. И вот такое наполнение было, и аж вот до слез. Потому что, может быть, я такая маленькая, и масштабная работа. Но это невероятные были ощущения, когда я закончила работу. Эскиз мы делали с комиссией. Это комитет архитектуры, художники, комитет по туризму, соответственно. Эти эскизы мы взяли, и они у нас представляют как восход, обеденное время и закат с разными локациями. И во всяком случае это будет привлекать внимание туристов республики, детей. Если это раньше была просто белая пустая стена, то теперь она соответственно со своими изображениями. В мир информационных технологий не только на практике, но и в теории погрузили учеников 3-й школы Карабулака. Там прошел урок цифры. Это всероссийское просветительское мероприятие. Учащихся знакомят с компетенциями в сфере IT-технологий. Почетным гостем стал и советник главы Ингушетии. Нейросети помогают находить ошибки в работе приложений. В будущем разработка приложений будет занимать совсем мало времени. Как разработать приложение в сети? Что такое искусственный интеллект и как работает нейронная сеть? Ответить на вопросы в этой области ребятам помогают различные ведущие эксперты в IT-технологиях. Для того, чтобы запустить ракету в космос, вполне достаточно обсчитать ряд формул, придумать, какие параметры найти, какие детали нужно сделать. И у нас есть четкий формальный список действий, которые нам необходимо совершить. Сегодняшний всероссийский урок цифры в 3-й Карабулакской школе рассказывает учащимся, что такое нейросеть, и проходит он не только в формате видеолекции. Помогает ребятам понять мир информационных технологий и почетный гость урока Олег Карастиль. Советник главы Ингушетии подробно рассказывает, что очень важно быть подкованным в этой сфере. С помощью машин человеческий фактор, к примеру, на работе может минимизироваться. Но так ли это хорошо, интересуются учащиеся? Ведь машина совсем скоро может заменить человека на рабочем месте. Роботы начнут выполнять их работу за них и будут делать это в разы лучше. И вследствие того люди уже не будут нуждаться в их услугах. Вопрос актуальный, отвечает эксперт, но бояться этого не нужно. Машина лишь выполняет функции, вложенные программой. За вас она ничего делать, скажем так, глобально не будет. Поэтому нужны специалисты, которые будут понимать цифровые процессы. После учащиеся на онлайн-тренажерах показывают, как разработать и создать мобильное приложение или любую другую программу в сети. Эта диаграмма показывает о месте жительства людей, то есть где наиболее часто пользуются программами, то есть где это наиболее распространено. Необычный формат урока Михаилу Евлоеву пришелся по душе. Десятиклассник хорошо разбирается в IT-технологиях, ведь за ними будущее. Особенно ему интересно создание различных программ. Программирование дает возможность понять, что ты можешь создать что-то своими руками. Вот, а если конкретно взять, то есть ты сам пишешь какой-нибудь код, ты сам составляешь какую-либо программу, и интересна сама суть. То есть ты сам программируешь ее на условия, которые нужны тебе. Урок цифры в стране проходит уже 2-й учебный год подряд в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В нашей же республике такой формат занятий начали тестировать только в прошлом году. И, как говорят организаторы в лице Министерства промышленности и цифрового развития региона, весьма успешно. Уроки цифры были по разным направлениям. Это информационная безопасность, это большие данные, это персональные помощники. То есть по всем сферам IT, которые нас окружают на сегодняшний день. По всей России такие уроки проводятся, да, то есть чтобы дети получали новую информацию прямо от специалистов. То есть Mail Group, Сбербанк, Касперский. Все работают в высоких технологиях, и они каждый по своей теме рассказывают, чем ребенок может после школы начать заниматься.
Такие уроки помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Следующие занятия подобного рода запланированы уже на 2021 год. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24. На 3 борцовских коврах Дворца спорта «Юбилейный» в Смоленске завершился 3-й соревновательный день первенства России по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Победителем соревнований весовой категории до 125 килограммов стал наш спортсмен Вахид Галаев, представляющий клуб «Кушт». Он провел 4 схватки, одержав победу над соперниками из Иркутска, Дагестана и Северной Осетии досрочно, не уступив ни одного технического балла. Также серебро завоевал и Магомед Евлоев в весовой категории до 74 килограммов. Следите за новостями на канале Ингушетии.